Яха ишиб дурепш яхтайт апза министр Хатыпюше Юджем Кристина Константиновна Хаузган Делба Владимир Валерийпа. Нас гидо пора фымса лошара знапояку Зураб Сергейпа Пагапш. Взяла шабет. Я хотел бы, конечно, чтобы вы ответили на те многочисленные вопросы, проблемы, которые сегодня стоят у нашего народа. Конечно же, уровень сегодня экономически в Абхазии, к сожалению, не очень высокий, низкий, и поэтому, придя со всеми этими и пандемией, и военными действиями, и всякими другими проблемами, еще больше поднялась эта проблема. Поэтому, конечно же, мы благодарны, что вы пришли сюда, чтобы мы могли успокоить людей в определенной степени, по крайней мере, чтобы мы могли им дать, как говорится, дорожную карту, сказать, что да, вот у нас пути намечены вот такие-то, что мы хотим сделать вот то-то, то-то, для того, чтобы не завтра, как говорится, по крайней мере, что станет хорошая жизнь, но, по крайней мере, какая программа есть у правительства. Мы долго готовились к этой встрече, были разные обстоятельства, которые не позволяли нам еще в конце прошлого месяца встретиться, но так как мы договаривались, мы, соответственно, вот в таком составе решили сегодня поучаствовать вот в этой встрече, и, на мой взгляд, она действительно необходима еще раз фактически, да, отметить то, в какой ситуации сегодня находится республика в рамках общих мировых проблем непосредственно, и того, что происходит в Российской Федерации, от которых республика не может существовать в отрыве от того, что происходит в целом мире, в том числе в Российской Федерации. Понятно, что те текущие обстоятельства, которые складывались до 2022 года и то, с чем вступили в 2022 год, конечно, не могло не отразиться на общей экономической ситуации, финансовой в Республике Абхазия. Не хочется много уделять внимания тому, чтобы, значит, обосновывать, да, ситуацию и принимаемые решения тем, что действительно ситуация сложная, и действительно это так. В зависимости от складывающихся условий, это и пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, с которой мы боролись практически 2 полных года, и те изменившиеся условия, с которыми мы столкнулись в 2022 году. Ну, чтобы не уделять много внимания, да, предыстории, давайте перейдем непосредственно к конкретным фактам, обстоятельствам, принятым решениям и теми мероприятиями, которые сейчас проводятся и будут реализовываться в течение 2022 и последующих годов. Ну, начнем с первого решения, которое принималось, значит, в начале года. Соответственно, вопрос непосредственно связанный с ростом цен на топливо. Да, я буду идти согласно принятых решений, буду небольшую информацию давать, и, соответственно, наверное, коллеги меня будут дополнять. Ну, много было сказано по этому поводу, и правительство обосновывало, значит, принятие решения рядом сложившихся обстоятельств, в том числе изменением мировых цен, изменением условий формирования, условиям ценообразования и, соответственно, рынком, который, соответственно, нефтепродуктов сложился в Республике Абхазия. Действительно, практически весь 2021 год наблюдалось высокое колебание, волатильность цен на нефтепродукты в Российской Федерации, и поэтому и в 2021 году правительство дважды пересматривало цены на нефтепродукты и вынуждено было в 2022 году кардинально поменять подход к формированию цен, и это было обусловлено тем, что мы в абсолютной зависимости находимся от рынка нефтепродуктов в Российской Федерации и теми условиями, по которым формируется порядок, значит, реализации нефтепродуктов на экспорт. Еще раз, значит, хочу напомнить, что мы, в принципе, об этом говорили, что порядок реализации нефтепродуктов на экспорт формируется по нескольким условиям, в том числе это возмещение так называемых расходов на, значит, объемы нефтепродуктов, реализуемых на экспорт, которые были введены в 2019 году, так называемый демпфер, а также те условия, которые помогали республике удерживать цены на нефтепродукты
нефтепродуктов ниже, чем в Российской Федерации, и это соглашение о режиме торговли. Но, к сожалению, изменившиеся условия налогообложения в Российской Федерации в начале 2022 года и в 2021 году, к сожалению, привели к тому, что льгота, которой пользовалась Республика Абхазия в рамках поставки нефтепродуктов, значит, не облагаемых таможенными пошлинами, фактически минимизировала этот уровень нагрузки и свела его фактически на очень минимальную разницу. А величина демпфера в связи с высокой волатильностью стоимости биржевых индексов, а также непосредственно стоимости доллара, привела к обратному эффекту и значительно увеличила эту разницу. И поэтому, соответственно, правительство не в состоянии было ежемесячно пересматривать цены, определяя его предельные значения. То есть, учитывая, что конъюнктура ценовая менялась постоянно, практически ежесуточно, компании и поставщики нефтепродуктов постоянно обращались в правительство о том, что невозможно стабильно осуществлять закуп нефтепродуктов по определенным ценам, потому что они меняются фактически ежесуточно. Поэтому мы применили форму определения предельных надбавок, в рамках которых ограничили поставщиков нефтепродуктов и непосредственно тех, кто занимается розничной реализацией, предельным уровнем надбавки. Таким образом, контролируя доходность компании, но при этом позволяя оперативно реагировать на изменения цен. Что касается вопроса неприменения демпфера в отношении нефтепродуктов, реализуемых в Абхазию, хочу сказать, что еще с сентября прошлого года правительство Республики Абхазия обращалось непосредственно российской стороне об изменении данного порядка. Но учитывая, что речь идет о значительных финансовых ресурсах, пока еще данный процесс находится в режиме согласования. Повторные обращения также были и в 2022 году, и мы сейчас активно эту работу проводим. Конечно, рассчитываем на то, что данное решение будет принято. И тот механизм ценообразования, который сейчас применяется, в случае, если такое решение будет принято, оно абсолютно адекватно будет реагировать на понижение. В данном случае хочу сказать, что да, несмотря на то, что это очень, безусловно, непопулярное решение, но я думаю, все присутствующие понимают, что в этой ситуации Абхазия находится в прямой зависимости. У нас нет столь значительных источников на компенсацию расходов по поставке топлива, для того, чтобы удерживать уровень цен значительно ниже того, который сформировался сегодня на рынке. И плюс данного решения в том, что если ранее, принимая решение об установлении предельных значений нефтепродуктов, реализуемых как оптом, так и в розницу, обычно устанавливался этот предел, и в случае, если происходило значительное снижение стоимости нефтепродуктов на рынке, практика за последние более чем 20 лет демонстрирует, что решение в обратную сторону не принималось. Тот механизм, который применяется сейчас, будет автоматически регулировать, значит, порядок формирования цен не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения тоже. Из самых таких, да, сложных, тяжелых, болевых вопросов, безусловно, это все, что связано с вопросом, значит, электроэнергетики в Республике Абхазия, непосредственно тарифной политики и теми проблемами, с которыми мы столкнулись в последние 2 года, и достаточно болезненно проходит процесс выхода из сложившейся ситуации. Понятно, есть много факторов объективного и субъективного характера, что являлось, значит, предпосылкой для того, чтобы мы оказались в такой ситуации, я думаю, всем присутствующим, безусловно, известно, поэтому скажу, что мы делаем, чем мы обосновываем свои действия и к чему мы стремимся, чтобы коллегам было понятно, что подход в данном случае не предусматривает какие-то единоразовые решения, и это не повышение тарифа, безусловно, это не рецепт выхода из сложившейся ситуации, который сразу позволит решить все проблемы. Это целый комплекс мер, в рамках которого мы пытаемся последовательно решать накопившиеся проблемы. Первое, что хочу сказать, все прекрасно знают, что последнее решение
решение об утверждении тарифов на электроэнергию было принято в 2012 году. И надо понимать, что цена на электроэнергию, установленная в 2012 году, она и тогда была не обоснована с экономической точки зрения и не предусматривала возможность компаний полноценно содержать и эксплуатировать систему. Но прошло, как вы знаете, немало лет, и, к сожалению, ситуация в этом вопросе не менялась. На мой взгляд, конечно, если бы порядок формирования тарифов был утвержден с учетом индексации ежегодной, незначительной. Наверное, сегодня и ситуация в сфере энергетики, и непосредственно финансовое состояние компании, и возможность контролировать потребление электроэнергии и применять санкции за неуплату электроэнергии, наверное, условия были бы другие. Но мы сегодня имеем то, что имеем, и надо, безусловно, принимать соответствующие решения. Да, возможно, и не то, что возможно, они действительно непопулярные. Значит, что предполагает комплекс мер, о котором мы говорим? Первое, это то, что мы уже, в принципе, сделали, это определение порядка формирования тарифов. То есть мы должны знать, из чего формируется тариф, какие расходы тариф должен предусматривать и какие средства должны быть у Черноморэнерго для того, чтобы они могли содержать, эксплуатировать систему и проводить непосредственно капитальный ремонт и реконструкцию. Значит, на основании данного порядка формирования тарифов, понятно, формируется сам тариф и определяется экономически обоснованный тариф. Понятно, что привести экономически обоснованный тариф единовременно, утвердив его в течение 1 года, конечно, такое решение никто принять не мог, и это было бы неправильно с точки зрения, значит, понимания сложившейся социальной ситуации в республике и возможностей наших граждан. Поэтому предусмотрен 5-летний период, значит, плана поэтапного повышения тарифов с учетом доведения его в 2026 году до экономически обоснованного. Понятно, что в течение года, в течение 2 Черноморэнерго не сможет мобилизовать средства в объеме 100% от предоставленных услуг в сфере энергетики, но тем не менее задача стоит, соответственно, по мобилизации данных ресурсов для того, чтобы у компаний появились финансовые средства. Далее, соответственно, мы определяем, что для того, чтобы, значит, применять тарифную политику, безусловно, необходимо принять меры контроля и учета потребляемой электроэнергии. И в этом смысле самым главным мероприятием в этой связи, безусловно, является установка приборов учета. Данная программа была начата в 2021 году. Я думаю, чуть более подробно вам представители Черноморэнерго, я думаю, расскажут, какие планы в этом направлении, как мы движемся. Значит, мы согласовали план достижения целевых показателей по установке приборов учета. В данное время программа, соответствующая государственная целевая программа, уже находится в правительстве. Я думаю, на ближайшем заседании Кабинета министров данное решение будет принято. И, соответственно, в рамках данного решения мы будем осуществлять мероприятия по установке приборов учета всем категориям потребителей. В настоящее время Черноморэнерго практически завершает рабочие консультации с поставщиками из Российской Федерации по определению финансовой модели и, соответственно, определение количественных и качественных показателей, значит, приборов учета, которые будут устанавливаться в Республике Абхазия. Вот это мероприятие, первое, да, что нам позволит учитывать, вести полноценный учет потребления. Безусловно, будет направлено на то, что у нас будет формироваться, соответственно, экономия и, естественно, как результат повышение, значит, повышение поступления платежей за потребленную электроэнергию. Значит, следующее мероприятие, которое в сфере энергетики сейчас уже в практической реализации, это пересмотр нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления льгот различным категориям граждан. Как вы знаете, были тяжелые времена, когда и зарплаты не могли платить, и, соответственно, определенной категории граждан в различных сферах предоставлялись в соответствии с законодательством Республики Абхазия льготы за потребление электроэнергии. Но, значит, компенсацию расходов за предоставленные государством льготы, к сожалению,
практике не было предусмотрено. Ни один год за все существование соответствующего законодательства Черноморэнерго не получила компенсацию за предоставленные льготы. Фактически возмещает данную разницу за счет собственных средств. Соответствующий пакет законопроектов уже внесен в правительство. Сейчас в ближайшее время мы уже по согласованию с администрацией президента этот пакет поступит на рассмотрение в Народное собрание парламента Республики Абхазия. И, соответственно, мы надеемся, что депутаты парламента нас поддержат, и в данной ситуации будет приниматься решение либо об отмене льгот, либо, если о их сохранении, то, соответственно, предусмотрение финансовых ассигнований в рамках государственного бюджета для предоставления компенсации Черноморэнерго за предоставленные льготы. Еще одно мероприятие, на мой взгляд, оно имеет первостепенное значение, это как мы собираемся проводить реконструкцию и модернизацию электросетевой инфраструктуры Республики Абхазия. Вы знаете, что у нас с профильным министерством Российской Федерации согласован план мероприятий по модернизации и определению объемов финансирования. Соответственно, в рамках этих мероприятий мы сейчас согласовываем с российской стороной перечень этих мероприятий. По нашей инициативе в конце апреля здесь присутствовали, к нам приезжали в командировку специалисты технической инспекции, которые непосредственно с Черноморэнерго сформировали такой перечень мероприятий, который мы должны начать реализовывать уже в 2022 году и, соответственно, до 2025 год включительно. Ну, это коротко, если о том, значит, что мы предусматриваем в сфере энергетики. Теперь, что касается об изменении, вернее, об увеличении стоимости на продовольственные и другие товары, которые, как мы знаете, произошло изменение в сторону увеличения значительное, и наверняка многие здесь, кто непосредственно бизнесом занимается в различных отраслях экономики, сталкивались с тем, что еще в 2021 году произошло значительное удорожание стоимости строительных материалов, и уже в 2022 году прямо резкое повышение практически на всю группу продовольственных и непродовольственных товаров. Увеличение составляло от 50 и выше процентов. Это, безусловно, экономический шок. Я уже о бизнесе не говорю, но для населения это, безусловно, экономический шок. И, соответственно, в рамках финансовых возможностей бюджета Республики Абхазия мы в марте, в апреле, соответственно, приняли пакет мер господдержки, которые были направлены на, значит, оказание поддержки субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим поставки в Республику Абхазия. Как вы знаете, в республике практически ничего не производится, за исключением нескольких позиций, и все фактически импортируется. И та нагрузка, которая применяется к участникам внешнеэкономической деятельности, которые обеспечивают поставку продуктов в Республику Абхазия, соответственно, это таможенные платежи, ввозной НДС и ряд других, соответственно, платежей, мы постарались на какое-то время соптимизировать данную нагрузку до стабилизации ситуации в рамках, еще раз говорю, в рамках финансовых возможностей непосредственно бюджета Республики Абхазия. Теперь вообще есть ли комплекс мер, которые правительство выработало в целом, не только непосредственно в тех направлениях, о которых я говорю, но в целом в социально-экономическом развитии. Как вы знаете, в декабре 2021 года президент подписал указ об утверждении программы социально-экономического развития, которая действительно, на мой взгляд, достаточно предметно описывает те плановые и целевые мероприятия, которые правительство должно реализовать в период 2022-2025 годы. И в рамках этих мероприятий предусматривается комплекс мер финансовой поддержки бизнеса и изменение подходов в принципе, к реализации данных программ. Я в данном случае коротко скажу также об изменении, об увеличении
увеличению заработной платы, но, наверное, будет корректно, если данную сферу более подробно озвучит вице-премьер, министр финансов. То есть в рамках этой программы предусматривается также комплекс мер практически во всех отраслях. И, безусловно, прошу обратить внимание, что, на наш взгляд, имеет важное значение, это, на наш взгляд, не декларация о намерениях, а конкретные мероприятия, которые должны сопровождаться разработкой соответствующего законодательства и нормативно-правовых актов. Как вы знаете из практики, обычно мы декларируем в документах и ранее тоже какие-то хорошие планы, мероприятия, но они обычно всегда в практической реализации были достаточно на низком уровне, и это было обусловлено слабой нормативно-правовой базой, которая сопровождала бы реализацию этих мероприятий. И в контексте этих подходов депутаты прошлого созыва поддержали инициативу Министерства экономики и Министерства финансов. Также, как вы знаете, если проанализировать статистические данные по реально выплачиваемой заработной плате в различных отраслях, я не имею в виду бюджетную сферу, то мы все прекрасно понимаем, что та зарплата, которая фактически фигурирует в отчетах, она очень далека от действительности. Поэтому депутатский корпус нас поддержал, и по инициативе тогда депутата Натальи Смыр был вынесен соответствующий законопроект об определении минимального размера заработной платы, который должен соответствовать размеру прожиточного минимума, который определяет уполномоченный орган в сфере статистики. В настоящее время мы уже приступили к практической реализации требований данного закона. Сейчас готовится соответствующее постановление правительства, определяющее минимальный размер заработной платы, который должен применяться для небюджетных организаций с 1 января 2023 года. Соответственно, это говорит о том, что та часть реально выплачиваемой заработной платы должна, соответственно, быть официально учтена в информационных базах, которые поступают в различные органы. Согласно методике расчета, которую нам прислало Управление госстатистики, она должна быть не ниже 10 тысяч рублей. Сейчас у нас заработная плата по некоторым отчетам есть, где 3 тысячи рублей фигурирует, там 4 тысячи, а в туристической сфере, как вы знаете, есть организации, которые отчитываются, что у них сотрудники получают заработную плату 10, 11, 13 тысяч, что мы понимаем, не соответствует действительности. Весь этот комплекс мероприятий, безусловно, нацелен на то, чтобы мы увеличили доходную часть бюджета. Соответственно, у бюджета будут основания, пересматривать подходы к финансированию расходов по заработной плате. Поэтому, на наш взгляд, этот комплекс мер позволит нам увеличить доходную часть бюджета и, соответственно, планировать другие расходы тоже. Также, как вы знаете, в 2021 году был утвержден соответствующий нормативный акт правительства, который определяет программно-целевой подход к формированию показателей социально-экономического развития и требования к формированию индикативного плана социально-экономического развития, на базе которого формируется доходная часть бюджета. Соответственно, мы уже в этом году формируем показатели, прогноз социально-экономического развития на 2022 год с учетом этих требований. И могу уже сейчас сказать по предварительным итогам работы, которую мы уже в Министерстве экономики провели с соответствующими профильными министерствами и ведомствами, конечно, показатели будут значительно выше тех, которые мы прогнозировали и в 2021 и в 2022 году. Кристина Константиновна, несомненно, высказала о самом, наверное, главном, о том, что руководство страны занимается каждодневно проблематикой, связанной с экономической ситуацией в нашей стране по многим аспектам, начиная с горюче-смазочных материалов, если так последовательно говорить, электроэнергетика, продовольствие, медикаменты. Я, наверное, немножко добавлю, возвращаясь к истокам начала разговора, по горюче-смазочным материалам. На самом деле мы в этой позиции находимся в зависимости от внешней конъюнктуры. И снижение этой зависимости, мы понимаем, это совсем другие решения, совершенно другие решения. На территории Абхазии не производятся товары,
ну, в данном случае нефтепродукты, да, и, соответственно, мы не можем и не должны регулировать цены на их реализацию. Это то же самое, как любой другой товар. Поэтому совершенно справедливое решение, на наш взгляд, с учетом мнений импортеров. У нас есть порядка 5 крупных импортеров, с которыми мы, ну, наверное, на протяжении 1,5 месяцев, в тот период, когда принимались вот эти решения, ну, наверное, каждую неделю, да, Кристина Константиновна, встречались, да. И мы, естественно, понимая их и услышав о том, что, ну, абхазский импортер не может регулировать цену на внешнем рынке, это очевидные вещи. Вот. И в Республике Абхазия устанавливать стоимость горюче-смазочных материалов это тоже несправедливо, когда она закупочная стоимость там очень часто меняется. Поэтому пришли к такому мнению, что для того, чтобы избегать значительных темпов роста рентабельности, прибыли, возможно, в какой-то степени и сверхприбыли, ограничиться уровнем наценок, надбавок. Как это сделано было еще там с 2002 года в отношении медикаментов. Там тоже социальная группа, да, была обозначена, медикаменты тоже в нашей стране находятся под определенным уровнем наценки. Вот это сегодня позволяет нам удерживать, будем говорить, экономическую эффективность, экономическую прибыль импортеров. О цене на внешнем рынке Кристина Константиновна сказала, она каждый день меняется. Это вот как доллар. Вот если, допустим, республика сейчас хочет закупить иностранную валюту, она не сможет купить иностранную валюту в определенном коммерческом банке или там обменном пункте, ну, если это для государственных нужд. Это невозможно сделать будет. Поэтому государство будет обращаться на биржевые источники. То же самое происходит и с нефтепродуктами, аналогичная ситуация происходит и с электроэнергетикой. Это внешнеэкономическая деятельность государства. Ну, в этом смысле, я думаю, по цифрам тоже можно будет потом обозначиться, какие, значит, поставки уже за этот период были сделаны, какие еще ожидаются в преддверии курортного сезона. Мы все прекрасно понимаем, наверное, потребность будет, ну, возрастать. Вот. В отношении электроэнергии, ну, тоже коротко, наверное, скажу, я уже больше к цифрам буду, наверное, прибегать и опираться на них. Дело в том, что на самом деле компенсация расходов по так называемым социальным пакетам для отдельных категорий граждан за счет средств бюджетной системы прямо таких выплат не было. Но, с другой стороны, можно сказать, что электроэнергетика не оставалась без поддержки государства. В различные времена все-таки там инъекции вот эти со стороны бюджета были. Ну, сегодня обоснованно, на мой взгляд, мы подошли, потому что перечень льготников, да, достаточно широкий, а если говорить о количестве льготников, ну, это, наверное, совсем там большая часть тех же самых работников бюджетной сферы. 23 категории. Поэтому было предложено пересмотреть этот подход, в данном случае в пользу энергетической компании. Вот я к чему об этом говорю, постоянно со всех сторон мы ищем формы и методы, вот эти пути поддержки этой отрасли. Она на самом деле очень уязвимая, как оказалось, да, в последние годы. И туда нужны не только бюджетные инвестиции, туда нужно еще и законодательное регулирование. Вот в таком смысле. Не только наполнять там энергетику бюджетными средствами, но и другие вот механизмы. Там, значит, отмена льгот, это тоже возможность увеличение доходов, ну, во всяком случае, выручки на первом этапе энергетической компании, ну и много других обстоятельств. Что касается приобретения приборов учета, ну, стоит задача, да, и в прошлом году, Гуль Михайловна, вы, наверное, об этом, да, хотели вот узнать, да, я вот сейчас скажу. Да, и в прошлом году позиция говорилась о там, приобретении приборов учета, и в этом году, значит, предусмотрено 100 миллионов рублей, еще 50 миллионов рублей в текущем году предусмотрено на так называемую техническую поддержку
энергетической отрасли. Вот сегодня у нас 27 число, 37 миллионов рублей уже направлены на эти цели, ну вот с начала года. Но там другая, значит, позиция, она, конечно, требует изменения нормативно-правовых документов. Дело в том, что приборы учета, и об этом и мировая практика подсказывает, и в принципе для цели коммерческого учета устанавливаются вот эти счетчики. По нашему законодательству, в соответствии с постановлением правительства 1999 года, приборы учета приобретаются за счет средств абонентов. Под абонентами мы понимаем как физических лиц, так и юридических лиц. Соответственно, если бюджетные инвестиции, ассигнования давать в эту сферу на приборы учета, мы должны предметно понимать, меняя законодательство, изменяя его о том, что абонент не должен покупать, и мы приобретаем со стороны государства эти приборы учета только для физических лиц или для физических и юридических лиц. Это очень важные позиции, очень важные, потому что под физическими лицами в данном случае понимаются и лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и некоммерческие организации, ну и многие другие. Мы же не можем, там, приборы учета, это мы так, наверное, для себя понимаем, что приборы учета это только для физических лиц. Да нет, это не так. Это для всех. У нас есть достаточно большая категория юридических лиц, которые имеют колоссальную задолженность перед Черноморэнерго. Юридических лиц, колоссальную. Наверное, там тоже надо будет какие-то особые меры предпринимать. В прошлом году бюджетное ассигнование на поддержку энергетической отрасли 100 миллионов были направлены из бюджета. В этом году 37 миллионов уже есть. Кроме того, что принимает правительство и уполномоченные органы в этой сфере регулирования? Значит, еженедельно в правительство поступает информация о наличии так называемой просроченной задолженности по платежам за потребленную электроэнергию. Путем совместных усилий, применения различных мер воздействия, в том числе финансовых, экономических, административных, значительно сократилась задолженность у юридических лиц. Значительно сократилась задолженность. Ну, я могу сказать, в течение месяца порядка 35 миллионов рублей сразу. Бюджетные учреждения. Мы применили меры принуждения бюджетного характера, приостановив и заблокировав расходы государственных организаций. То есть придали приоритетность этим расходам. До сегодняшний день расходы на оплату за электроэнергию, за потребленную воду, то есть коммунальные платежи стоят в приоритете в таком же, как и любые социальные выплаты. Заработная плата, социальные пособия и все остальные. Это уже происходит, ну, наверное, более 2 месяцев. Даже да? 3 почти. Да, там подряд это происходит. И мы наблюдаем картину. Другое дело, если бы, допустим, средств не было бюджетных, это дело другое. Да. Но мы это начали предпринимать только тогда, когда мы можем открыто сказать, что деньги на эти цели есть. И надо, соответственно, погашать задолженность. И задолженность была погашена, разумеется, не только там, вот, текущего года, да, или там, предыдущего, многих лет. Многих. Какого года задолженность? Ну, там по-разному. По-разному, да. совершенно по-разному там задолженность. Где-то принимались меры такого устные меры реструктуризации, там, ну и многие. Да. Сама компания Черноморэнерго тоже не очень комфортно выглядит в качестве наличия обязательств по платежам в бюджетную систему. Там тоже колоссальная задолженность. Ну, чтобы вот это вот нивелировать как-то, чтобы поддерживать. Вот смотрите, получилось так, что вот эти меры привели там в течение 2 месяцев 35 миллионов рублей это только по республиканскому уровню. Аналогичная ситуация происходит во всех районах, во всех у нас полностью, на всех наших территориях. У нас даже туристические объекты должны быть. Это одна сторона. Вот. Потом прямые бюджетные инвестиции идут туда, вот в качестве там,
необходимых мер поддержки. Последние средства были направлены там на приобретение СИПа. Вот была заявка, да, там, на прошлой неделе, как раз были направлены эти ассигнования. То есть это приоритет стоит, номер один. Более того, скажу, для целей значит, развития, поддержки, снижения, в том числе налоговой нагрузки на эту отрасль, была инициатива, которая также была поддержана, но там процедурно необходимо доработать в Народном собрании, парламенте, об отмене налога на добавленную стоимость по реализации электроэнергии. Это тоже, на наш взгляд, позиция достаточно весомая, что, ну, при сохранении тарифа, разумеется, а то так смысла не было бы. Вот, это проработалось в соответствующих комитетах, получило поддержку. Мы полагаем, что там в обозримом будущем ну, будут, да, рассматривать и найдем, там, наверное, безусловное в этом смысле понимание. Вот что касается энергетики в этом смысле. 279 миллионов рублей Черноморэнерго должно в бюджетную систему, из которых 80 с лишним миллионов платежи в пенсионный фонд. Мы с вами понимаем, что социальные выплаты в стране очень важны, и, естественно, рост размеров пенсий тоже важен. Но из чего он должен складываться? Вот такая интересная ситуация получается. Бюджетная инвестиция в виде 100 миллионов рублей направляется в Черноморэнерго, а здесь 279 миллионов рублей в бюджет должны. Но это же вот структурировать надо, поэтому мы сейчас предлагаем и другой механизм именно по физическим лицам. По юридическим он понятен, достаточно прозрачен, там транспарентно, все видно. Черноморэнерго, пользуясь своими полномочиями, тоже принимает меры, но сейчас, значит, проект инициативный такой, провести по всей стране реструктуризацию задолженности. Физическое лицо либо юридическое лицо при наличии задолженности берет на себя обязательства, что по согласованию с Черноморэнерго, если это поддержит, конечно, в этом смысле, по согласованию с Черноморэнерго устанавливает график. Но обязательным условием является, что текущие платежи будут идти без задержек. Вот, а предыдущие все будут реструктуризированы. Ну, достаточно на длительный срок. Это, на мой взгляд, наверное, ну, справедливый такой подход, это тоже мировая практика. Вот мы здесь, еще раз повторюсь, вот сколько это, наверное, далеко не все примеры, которыми мы там занимаемся в поддержку энергетической отрасли. Но вот достаточно они там с разных сторон. Владимир Валерьевич в своей речи сейчас сказал, что у нас в соответствии с нормативным актом правительства установка прибора учета должна осуществляться за счет абонента. Но это правильно, да. В вопросе, чтобы соблюсти равновесие, да, и справедливый подход, мы должны будем соответствующее предложение сделать, что тем добросовестным плательщикам государство может взять на себя такую нагрузку. А те, кто не платил, мы по ним можем, соответственно, разговаривать. Вот, да, мы за справедливый подход, и мы это, безусловно, понимаем. Когда каждая задолженность, она просматривается на экране компьютера, и ни один человек не сможет задолженность долгую делать, если у него какие-то потребности есть, там, предположим, он придет, там, справку дадут. Разрешительная система, да, выезд за границу. Выезд за границу, все это. Без этого не распускать. Это технологичный процесс, который требует цифровизации всех процессов. Да, мы этим вопросом тоже занимаемся в рамках программы. Мы, конечно, об этом, наверное, поговорим 100%. Дело в том, что задолженность Черноморэнерго, она сейчас от майнинга в данном случае напрямую вот точно она не зависит, потому что майнинг не легализован, да? Майнинг сам по себе не признан предпринимательской деятельностью. Ну, это вот получается незаконное. Я в отношении продовольствия хочу сказать, несомненно, рост цен на продовольствие, это очевиден, мы наблюдаем все. Вот здесь тоже такая очень важная позиция регулирования. По аналогичному пути и здесь, значит, правительство в этом смысле
пошло. Там были поручения президента по этому поводу. Правительство мгновенно отреагировало. Там законодательная инициатива пошла. Потом решение правительства тоже установить норматив рентабельности. Вот. Это сегодня, наверное, наиболее эффективный экономический способ. С другой стороны, чтобы понять достоверность, справедливость, да, вот, и дать достоверную оценку платежеспособности и, что самое главное, наверное, уровню дохода нашего населения. Был принят, Кристина Константиновна о нем сказала, был принят закон о установлении минимального размера месячной заработной платы. Не оплаты труда, а, я вот повторюсь, да, месячной заработной платы. Исходя из индекса, значит, из расчетов, да, установленных уполномоченным органом в сфере статистического наблюдения в нашей стране. 10 тысяч рублей. Проект постановления сейчас находится на согласовании, там, наверное, он пройдет его успешно и будет принят. Я к чему хочу сказать? Мы следующим шагом что видим в этом смысле? Вот совершенно справедливо здесь сказали, 10 тысяч рублей, мы тоже понимаем, что это, наверное, не та заработная плата, которую на самом деле в месяц люди получают, занимаясь предпринимательством, да? Это понятно, но в этом смысле получается так, что есть возможность показывать 10 тысяч. Ну, раз такое происходит, значит, есть такая возможность. Ну, что можно в этом смысле сделать? Мы будем предлагать, как орган, исполняющий бюджет, в данном случае, в том числе защищая интересы бюджетной системы, мы со своей стороны будем предлагать, я сразу анонсирую это, такую меру, что юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии официального статистического отчета о наличии заработной платы менее 10 тысяч рублей в месяц, они не будут являться участниками или контрагентами бюджета. На мой взгляд, тоже такая справедливая мера, да, ну, чтобы справедливо. Сегодня для того, чтобы поддержать, как говорится, бизнес, мы напрямую, конечно, такие масштабные ресурсы не можем. Я скажу тоже, по какой причине это пока не получается, да, там какие-то меры предпринимаются, там сельское хозяйство масштабное, вот в энергетику говорю, там еще в другие отрасли. Мы будем что от этого наблюдать? 10 тысяч рублей, пожалуйста, участвуй. Становись участником бюджетного процесса. Пожалуйста, поставляй товары, оказывай услуги, выполняй работы. Но у нас же как сейчас звучит? Минимальный размер заработной платы в месяц. Он не привязывается к штатным. Да. До сих пор привязываются к постановлению 5 тысяч, где 5 тысяч установлен. Это 2005 или 2006 год. Еще дополнить хочу. Сегодня какая тоже мера поддержки. Мы наблюдаем за некими там процессами, да, которые там в других странах предпринимаются. Для того, чтобы удержать бюджетную систему, а тем более естественные монополии, многие страны поступают следующим образом. Бюджетные средства направляют, допустим, в нашем случае, будем говорить, как, к примеру, государственные компании, да, или там вот унитарные предприятия. Мы в этом смысле абсолютно так не поступаем. Чтобы не было ущемления, сегодня, на сегодняшний день, любые коммерческие структуры имеют возможность поставлять товары, оказывать услуги, выполнять работы для государственных нужд. Вот это тоже, на мой взгляд, очень важная такая вот поддержка, на наш взгляд, потому что мы видим примеры, особенно вот с тем, значит, беспрецедентными вызовами, которыми столкнулись 2 года тому назад, да, вот эта пандемия. Примеры стран именно такие, они для того, чтобы не потерять, как говорится, влияние на естественные монополии, они начали отсекать коммерческие структуры, и вот государственный заказ выполняет, там, допустим, только государственное предприятие. Вот. Хотя она, может быть, раньше это предприятие не профилировалось на поставки товаров, но им никто не запрещает. И они начали профилироваться, то есть бюджетные деньги туда только идут. Они не поставляли, допустим, воду никогда, поставляли там продукты, только не воду. А теперь стали воду поставлять. Но мы так не поступаем, потому что воду
бизнес должен, там еще кто-то должен. Ну, чтобы поддержать предпринимательство. Это тоже сделано осознанно, уважаемые коллеги. Дело в том, что мы все прекрасно видели и помним, кто поддержал в трудное время, вот в 2020-2021 году, когда бушевал этот коронавирус. Бизнес поддержал же, правда? Кто обеспечивал продовольствием страну? Бизнесмены же? Ну, наверное, надо тоже шаг навстречу, да, сделать. Так же, ну вот, естественно, об этом мы тоже часто говорим. Кто обеспечивал? У нас ни на один день в стране не было перебоев с продовольствием в пандемию, ну, если вот так вспомнить. Это бизнес обеспечивает. Но это благодаря среднему, малому предпринимательству. Это же тоже важно очень. Вот, в отношении роста заработной платы, вот откровенно могу сказать, наверное, к этому надо идти и такими большими шагами. Быстрее надо это делать. Но мы для себя понимаем, вот когда говорим рост заработной платы, наверное, больше всего в бюджетной сфере. Да? Что хочу сказать. Текущий год. В текущем году Министерство экономики согласовало, Министерство юстиции согласовало, вносится на рассмотрение в Кабинет министров. В этом году будет еще раз повышена заработная плата отдельным категориям государственных работников в бюджетных учреждениях, которые трудятся в социальной сфере. Но мы часто слышим о том, что ну вот там регулярно повышается в бюджетной сфере, в социальной сфере и так далее, а там, ну и другим тоже. Ну, конечно, нужно. Конечно, нужно. Но для того, чтобы это сделать, нам необходимо провести мониторинг штатной численности по всей стране. У нас прошло недавно мероприятие контрольное с силами наших коллег с Российской Федерации. Я коротко скажу, ну, штатная численность в нашей стране, штатная численность, которая существует, да, ну, если по отраслям, по отраслевому признаку вот так разбивать, то, наверное, население должно быть там за 1,5 миллиона человек, чтобы обслужить. Вот такая штатная численность должна обслужить 1,5 миллиона. Бюджетной, да. Социального направления, да, бюджетной сфере. образования. Много. Поэтому нужна справедливая, абсолютно не ущемляя права и интересы граждан, реальных работников, нужна оптимизация, при этом сохраняя фонд оплаты труда. Тогда будет рост, и мы, естественно, должны получить качество услуг. Что касается, ну, к примеру, говорю, бюджетников, не относящихся к социальной сфере, там тоже аналогичная ситуация, такая же точно. Вот, там тоже нужно... Вот можно сказать, давайте повысим заработную плату на 100%, но это будет обратно ошибка. Мы обратно увидим мы обратно вот этому огромному количеству людей повысим. Но дело в том, что, вот вы говорите на 100 человек, да, но их просто нет физически. Их нет, конечно, штатную численность надо сократить, при этом не сокращая средства. И направить на зарплату. И тогда у нас совсем другая картина будет. Тогда у нас средняя заработная плата, как мы говорим в бюджетной сфере, составляет 5000 рублей. Я вам с уверенностью, с полной ответственностью говорю, учитывая то, что мы владеем ситуацией на каждую минуту вот, в бюджетной сфере. Средняя заработная плата у работников в бюджетной сфере 17 тысяч рублей. Средняя, прошу прощения, не заработная плата. Среднемесячный доход за счет бюджетных средств. 17 тысяч, это тоже, наверное, немного. Не зарплата, доход. Потому что вот эта вот история, да, вот это вот плюс 100, плюс 20 человек, плюс... Никто из таких показателей складываются нормы финансовых затрат потом. И многое другое, связанное уже даже не с финансовыми средствами, совсем с другими, социальными. Строительство завтра социального жилья, еще каких-то социальных объектов. Это же опирается на вот эти показатели статистические. Поэтому заработную плату наверняка стоит поднимать. Мониторинг и... Представляете, какая там болезненная вообще, да, какой болезненный вопрос будет, да, и какое непопулярное решение. Наши коллеги с Российской Федерации, вот, к примеру, 994 штатные единицы в одной отрасли.
В одной отрасли 994 штатные, это же не мало, правда? И отрасль тоже у нас, наверное, не такая большая. Ну, наверное, там что-то, это абсолютно не ущемляя ни одного реального работника. То есть там пустые, вакантные должности, там нет людей. Вот такая позиция. Столь масштабное финансирование не только не связано, я могу ковид убрать. Система здравоохранения за эти 2 года получила 3 миллиарда рублей. Это беспрецедентные по своим масштабам средства. И сегодня продолжает. Вот это вот завелась, да, вот это, как говорится, каскадом пошло, там различные лечебные профилактические учреждения начали наполнять различным оборудованием современным. Теперь стоит такая позиция тоже. Современное там наукоемкое оборудование, ну есть оно, можно его купить. А кадровый потенциал? Только в привязку с этим. Государство не тратит сейчас деньги, пока мы не знаем, что там за этим УЗИ современным, там, ну или еще за каким-то там оборудованием будет реальный человек. Потому что там полгода будет он лежать, мы будем ждать, это устареет, там морально устареет, технологически и так далее. Ну вот как-то так вот. Ну и не прекращается, я сейчас обо всем сразу остановлюсь, не прекращается социальная поддержка граждан нашей страны. Это вообще, конечно, удивительные случаи. Вот я за себя могу сказать, я иногда даже своим глазам не верю, как вот так вот получается. Да. Прошлый год 3268 человек. 259 миллионов рублей направлено на адресную поддержку граждан. 259 миллионов рублей. При этом, вот мы говорили об объемах, которые дополнительно направляются в другие отрасли. Ну, про сельское хозяйство тоже мы там, все слышим, да, там 100 миллионов. Там, помимо этого, 611 миллионов рублей направлено на целевые ведомственные программы системы здравоохранения, в том числе кадровое обеспечение, лечение за пределами и внутри, медоборудование, ну и многое-многое такое. Ничего этого у нас бы с вами вместе не получалось бы, если бы не принимались вот эти вот общие консолидированные решения по администрированию. Министерство по налогам и сборам нам показывает достаточно такой устойчивый рост поступления, уже 2-й год подряд устойчивый рост поступлений налоговых доходов в бюджетную систему. Да, действительно, на прошлый отчетный год задолженности Черноморэнерго перед государством, налоговыми, внебюджетными фондами составили на тот период 279 миллионов рублей. Это так. Но вместе с тем задолженность государства за потребленную электроэнергию, за льготников, хозрасчетных государственных предприятий составила более 320 миллионов рублей. Здесь сальдо баланса чуть-чуть другое. Кто кому еще должен, это, как говорится, вопрос. Это первое. Совершенно верно. Да. Это первое. Мы понимаем, безусловно, в каком состоянии государство находилось все эти годы послевоенные, и как тяжело было, и как людям тяжело было. Также было тяжело и энергосистеме. Были моменты отдыха, когда в энергосистему поступали те или иные денежные средства, когда приходили новые финансовые вливания, и начиналась работа по выведению всей энергосистемы из аварийного состояния уже в профилактические мероприятия. Этот период пришелся на то время, когда работал Резо Платонович, тогда государство уделяло много внимания электроэнергетике и много помогало. К сожалению, в последние годы государство не так активно участвовало в сфере энергетики в силу объективных факторов, действительно, и коронавирус, и все, что было и до, и после. Вместе с тем, последние 2 года, да, в бюджет закладываются средства на то, чтобы сеть начала развиваться, чтобы повысилась та самая отчетность, та самая учетность, которая должна быть. Должен доложить, что те средства, которые были заложены в размере 100 миллионов на 2021 год, значит, бюджет, как вы знаете, там были сокращения в связи с тем, что были стихийные бедствия, были еще ряд мероприятий, это и на ПСО, и те, которые в городах были. Все это как бы Черноморэнерго вынуждено было финансировать из тех средств, которые были. Дополнительных источников дохода у нас нету, поэтому эти 100 миллионов урезались. В итоге на целевое, как бы, ну, как, по идее, на что они закладывались, на счетчики, на развитие системы АСКУЯ,
Осталось там 32 миллиона рублей, на которые были приобретены соответствующие сервера, соответствующие программы. Это так называемое системное ядро, благодаря которому вы со своего телефона сможете оплатить по счетчику потребленную электроэнергию. То есть мы стараемся максимально вывести наших контролеров от общения с людьми. Чем меньше будет хождения наличных денежных средств, тем лучше и для компании, и для абонента. Вместе с тем, надо понимать, что те средства, которые были заложены уже на 2022 год, те же 100 миллионов рублей, они должны были быть направлены на приобретение уже непосредственно приборов учета, которые должны были устанавливаться физическим лицам. Как вы знаете, мы достигли соглашения с компанией «Матрица», с которой начали работать. В прошлом году они нам поставили просто на веру 1200 приборов учета в рассрочку, которые вот в данный момент заканчивается их установка в городе Сухум. Вот. Мы стараемся идти не по пути разрозненному, устанавливать их где, абы и как. Мы берем конкретное ТП и их, вот все, что на этом ТП стоит, устанавливать. Но должен заметить, что нагрузки моментально снизились, потому что люди начали днем выключать лампионы, которые у них во дворе горят, начали понимать, что в итоге за электроэнергию нужно будет заплатить, соответственно, по чуть-чуть, но начали экономить. В итоге это сказалось на том, что качество электроэнергии выросло. Вот. Собираемость у тех, где установлены приборы учета физических лиц, подчеркиваю, более 90-95%. То есть эксперимент доказал еще раз, что это тот единственный выход, который у энергетики сегодня есть. Другой вопрос. Нужно понимать в том, что касается тарифа. Когда тариф 40 копеек устанавливался, нужно понимать паритет рубля и доллара, который был. Тогда это было 16 центов. 16 центов тогда и сегодня, условно говоря, 40 копеек – это 5 центов. То есть, как минимум, разница в доходной части компании в 3 раза. Как вы понимаете, все электрооборудование, провода и прочее, российские компании номинируют в рублях, но фактически они привязывают к доллару. К курсу доллара, биржевой цене на металлы и прочее, чтобы вы понимали, выявился секрет Полишинеля, оказывается, большая часть производителей российских трансформаторов использует французскую бумагу, использует нероссийскую медь. То есть на все это повлияло в итоге те события, которые повлияли, и если условно мы должны были очередной плановый закуп производить трансформаторов, масла, проводов и прочее, на сумму 9 миллионов рублей за день цифра подскочила до 21 миллиона. Это то, что имеет место быть. Даже сегодняшнее повышение тарифа, которое будет 90 копеек, да, безусловно, это значительное подспорье, скажем так, выручка компании, по идее, должна увеличиться в 2 раза. Да, я согласен, что по тем людям, которые добросовестно все эти годы платили за электроэнергию, это основная нагрузка. Это так, это факт. Вместе с тем у нас сложилась ситуация критическая из-за того, что те приборы учета, которые отсутствуют у людей, им был так называемый вмененный тариф. То есть приходили человеку в деревне, в городе, не без значения где, и если у человека прибора учета не было, то он платил 400 рублей. В летний период, ну и в зимний он платил 800 рублей. При этом, что из-за того, что прибор учета отсутствовал, он мог израсходовать электроэнергию и на 5000, и на 2000. Должен привести пример, что у нас были случаи, когда, к примеру, в некоторых селах Гальского района, когда устанавливались приборы учета, по ним выявилась доходность 180 рублей, 200 рублей. То есть они даже себя самого, сам счетчик, его установку не будут окупать на протяжении многих лет. Поэтому в той программе, которую мы с правительством как бы согласовываем и планируем по установке новых приборов учета, делаются акценты на города в основном, потому что наиболее платежеспособная часть населения в городах. Вместе с тем, безусловно, та проблема, которая с расходом электроэнергии есть, она вызвана и с пресловутым майнингом. Должен заметить, что борьба, которая ведется с майнерами и с майнингом, одно время принесла значительные плоды. Мы в системе видели уменьшение потребления электроэнергии почти в 2 с лишним раза. Это дало свои плоды. Вместе с тем потом майнеры начали находить пути обхода. Как вы знаете, вот на Новый год Госкомитет по надзору в связи, они предприняли ряд мер для того, чтобы через VPN и прочее заблокировать потенциальных майнеров. Майнеры нашли обход в течение недели. И потом абсолютно официально на Абхазавто начали продавать роутеры для обхода всех блокировок за 5000 рублей. То есть эта сфера бизнеса, она прогрессивная. Поэтому, соответственно, с ней можно бороться только такими же прогрессивными способами. Единственный прогрессивный способ контроля расхода электроэнергии в наших сетях – это учет, это счетчики. Больше других вариантов нет. Тут, как говорится, изобретать велосипед
повторно не нужно. Но это инвестиция. Да, конечно. Мы, скажем так, ведем переговоры с рядом российских компаний, дабы не случилось так, что какая-то из компаний может монополизировать положение и диктовать потом Абхазии условия. Мы стараемся говорить и с белорусами, и с россиянами. Но тут выявилась другая проблема. Если те 100 миллионов, на которые мы рассчитывали, заложенные в бюджет, должны были принести с собой 8 тысяч приборов учета, то после всех скачков это примерно 4,5 тысячи приборов учета до 5. Почему? Потому что эти 100 миллионов, они разбиваются на следующее. Помимо самой стоимости прибора учета, есть необходимый комплекс мер по его установке. Туда должны приехать люди, они его должны поставить, они его должны смонтировать, они должны инсталлировать, они должны все это делать. Все это тихо-тихо, потихонечку, машины, механизмы, работа, фонд оплаты труда в итоге складывается в итоговую цену. И еще, те приборы учета, которые устанавливаются, на АТП стоит дополнительный балансовый прибор учета, он также входит в стоимость основного, для того, чтобы та информация, которая собирается, скажем так, передавалась и перепроверялась уже в центральном, скажем так, у нас офисе, для того, чтобы мы онлайн могли видеть, где у какого человека какой идет расход, оплатил он, не оплатил, чтобы система его автоматически отключала. И, соответственно, таким же образом можно выявлять тех, кто злоупотребляет, скажем так, электроэнергию, расходует. Дело все в том, что есть энное количество предприятий и граждан, которые добропорядочно оплачивают по счетчику электроэнергию. Но нужно понимать одно, что средний расход электроэнергии у нас в стране, если брать советские времена, если брать нынешние, он имеет, скажем так, средний норматив. То есть, если у вас дом, у вас теплый пол, у вас бойлер с водой на кухне, в ванной, лампион горит во дворе, если это частный дом, то вы будете расходовать 5, 10, 15, 20 киловатт электроэнергии. Но когда абонент платит, а у него расход 50 киловатт электроэнергии, то там одно из двух. Либо у него подогреваемый бассейн с морской водой, либо у него стоит майнинг. А все те места, где были установлены приборы учета, во всех них были выявлены небольшие майнинг-фирмы, которые устанавливались в частных домах, которые устанавливались в гаражах. Вы знаете, наши люди очень прогрессивные, гаражи были обиты изнутри звукоизолирующим материалом. То есть люди на самом деле прогрессивные. Да, но после того, когда прошлась в очередной раз инспекция, когда начали приводить в порядок, когда уже начали вешать счетчики, благодаря всем этим мерам большая часть этого была убрана, скажем так. Мы стараемся перепроверять, но нужно понимать одну простую вещь. Штат компании «Черноморэнерго» не соответствует тому нормативу, который действует еще с советских времен по численности персонала. Если раньше все представляли, что «Черноморэнерго» – это просто те электрики, которые должны приехать в любое время дня и суток, отремонтировать что-то, то сегодня ситуация складывается так, что даже если у нас есть технические возможности поддерживать сеть в исправном состоянии, у нас основной акцент начинает идти на то, чтобы еще за потраченную электроэнергию собрать те необходимые средства, которые есть. Вместе с тем, есть вещи, которые в законодательстве не учитываются, но в частности в налоговой системе, которая начисляет на электроэнергию, которая, скажем так, является источником для налогообложения, не заложены потери. А потери у нас, между прочим, не только на высокой стороне, но и на низкой стороне. Они составляют не 0,1%. Вместе с тем в налогооблагаемую базу они не вычитаются, что является, опять же, для нас проблемой. Что касается необходимости того, как Владимир Владимирович правильно сказал, что по правилам 1999 года счетчики может покупать только сам абонент, это является его собственностью. Сказать, что ситуация патовая, безнадежная, нет, она есть. Есть пути выхода из сложившейся ситуации, но нужно понимать одно, на пустом месте ничего не бывает. Если мы ведем планомерную работу по установлению приборов учета всем абонентам, физическим лицам, то тогда тот кассовый разрыв, который ежегодно возникает у Черноморэнерго, недофинансирование отрасли, верное отключение света, отсутствие трансформаторных мощностей, когда приходится отключать по станции Сухум-1 и весь город. Непосредственная работа наша совместная в период пандемии по тому, чтобы запитать кислородную фабрику, это пример того, когда мы пытались обходными способами отключать весь город, но жизненно важные объекты оставить. Там, где люди лежали под кислородом, там, где производился кислород. Это никто не видит. За это никто спасибо не говорит. Когда свет отключается, вы знаете, когда ходишь по полям и весям с ребятами в дождь, в снег,
ночью, а утром читаешь, как тебя проклинают. Есть люди, которые видят, понимают, им за это большое спасибо, которые ценят труд энергетиков. Значит, что касается перепадных ГЭС. Ну, как вам известно, у правительства был ряд предложений, вот нас привлекали для того, чтобы мы как бы свою точку зрения высказали. 30 лет эти станции стоят, не работают, вода утекает. Это все потерянные деньги, киловатт-часы. Чем они в таком состоянии, для нас в любом случае лучше, чтобы их реанимировали. Наша цель только одна, для того, чтобы был дополнительный источник электроэнергии. Да, но я понимаю, что если бизнесмены вкладывают деньги, они наверняка хотят получить прибыль. Поставляя просто электроэнергию с восстановленных станций по тому тарифу, который есть, они не заработают. Поэтому, ну, скажем так, инвестиционные соглашения не обсуждают с правительством, поэтому правительству виднее. Наша задача состоит в том, что да, нам предложили арендную плату, что платили. Безусловно, эти деньги для нас сегодня, они колоссальные, для нашей энергетики они нужны. Но вопрос состоит в другом, что помимо самих денег, порой курс доллара скачет так, что рубль то взлетает, то падает. Нам необходима электроэнергия. Это самое главное, что нам нужно. Я на самом деле прекрасно понимаю, что тот тариф, который на сегодняшний день существует, он экономически не обоснован никак. И при нем энергосистема выжить не в состоянии, и она будет только рушиться и рушиться. И вы, люди, которые больше меня информацией владеете, естественно, понимаете, какой должен быть минимальный тариф для того, чтобы хотя бы в ноль работала наша энергосистема, и понимаете, какие тарифы должны быть для того, чтобы она работала полноценно, развиваясь. И я, конечно, здесь тоже поддерживаю ваши эти начинания, но если мы говорим о ситуации в стране и о сегодняшних планах повышения тарифа, мы должны, наверное, как вот Владимир Валерьевич подчеркнул, что вы сейчас, государство старается справедливо относиться к населению. Это очень хорошее такое начинание. У нас в некоторых районах собираемость 9%. И я просто опасаюсь того, что при повышении тарифа собираемость не увеличится. Собираемость, как была 9%, она в тех же рамках и останется. Это мы говорим не о юрлицах, это мы говорим о жителях, физических лицах. Да. И повышая тариф, но не увеличивая собираемость, мы никакой социальной справедливости не добьемся. Мы добьемся того, что те люди, которые исправно платят, они будут платить больше. А те люди, которые, те люди, которые не платили, они, к сожалению, платить не будут. Я думаю, что было бы более справедливо, первоочередным делом это наладить собираемость. Прошло почти 30 лет. К сожалению, собираемость, как показала практика, в объеме 100%, ну это в идеале, да, там хотя бы 70-80%, возможно при наличии контроля потребления и применения мер ответственности. И, соответственно, все вытекающие отсюда действия. К сожалению, мы же сейчас не пытаемся сказать, что кто-то смог или кто-то не смог. Упущено очень много времени. И нет много времени, с учетом того состояния электросетевой инфраструктуры, которую мы имеем, ждать, что мы в течение года или двух поднимем собираемость до 100%. Знаете почему? Рычагов таких не было. Ни у предшественников, которые пытались этот вопрос решить. Вы, если посмотрите динамику поступлений, единственный период был, когда была под 100% собираемости, это именно там, где были установлены приборы учета. И именно там формировалась экономия. К сожалению, другого рецепта нет. И вот я абсолютно разделяю ваши опасения и, безусловно, считаю, что нужен справедливый подход. Но именно с учетом текущей ситуации, тех механизмов, которые мы можем задействовать, мы пытаемся именно так подойти. Я об этом сказала, что в рамках установки приборов учета мы этот механизм будем предусматривать. И, возможно, какие-то другие вещи будут. Но держать ситуацию... Были же
Озвучены были предложения, что, наверное, правительству нужно было, значит, утвердить повышенный тариф для юрлиц и других категорий потребителей, не трогать, допустим, физические лица, оставить, ввести мораторий на какое-то время. Но в математическом плане, да, а мы же доходность должны обеспечить компании, чтобы не испытывать те трудности, которые мы испытываем уже 3-й год подряд. Понимаете? А доходность компаний только за счет юридических лиц, вы если структуру, да, категорию потребителей посмотрите, обеспечить невозможно. И наша задача с вами, действительно, это же не только проблема Черноморэнерго, я не пытаюсь быть ихним адвокатом, мы с этим каждый день сталкиваемся, и с негативом, и с пониманием. Но уйти от этого сейчас и сказать, что есть какой-то суперрецепт, о котором не догадалось правительство, нам никто предложить не сможет. Просто мы взяли на себя ответственность, понимая, что получим большой негатив. Но продолжать дальше действовать в той системе, в которой компанию поместило государство в течение последних 20 лет, неправильно. Ее просто не будет. И мы будем покупать электроэнергию, импортировать ее. Но самое страшное, что даже имея деньги на покупку, мы не сможем доставить электроэнергию до вас, как до потребителя. Понимаете? Из 42 подстанций, которые эксплуатируются, в зимний период в зоне перегруза находятся практически все подстанции. А относительно потребления, да, на самые большие районы, вот самые такие основные подстанции, которые потребляют большую часть населения, они являются узловыми, такими основными, крупными для системы подстанций. Такие подстанции перегрузы у нас, как Сухум-1, Сухум-2, в принципе. Сухум-1, она прошла реконструкцию по всей остальной части сооружения без увеличения трансформаторных мощностей. И там необходимо провести процедуру увеличения, замены трансформаторов для получения дополнительных мощностей. Такая же ситуация на Сухум-2, в Ачимчире. Ну, то есть перечислять очень долго, вот аналогичная ситуация на всех этих подстанциях. Вот мне интересно, вот когда была плановая экономика, да, так мы знали, что вот это что-то надо сделать, там не что-то, а определенно знали. А вот сейчас в этих условиях, как вы решаете, вот на что направить финансирование, что вначале, что важнее? Вот как вы это решаете? Первое, на что опираемся, это на основные задачи и функции государства, которые исходят, да, из документов. Ну, приоритетность, она определяется в каждой отрасли. В каждой отрасли. Берем социальную сферу, там определяем приоритетность, допустим, нужно вот развитие. Для чего делаются программы? Вот, 2-летние, 3-летние, там, среднесрочные, краткосрочные, чтобы видеть, что будет происходить в обозримом будущем. К примеру, могу сказать, допустим, по некоторым позициям потребность есть у населения, потребность есть у, допустим, предпринимательского сообщества, у крестьянско-фермерских хозяйств. Да? Вот нужно развить. Почему идея возникла как таковая, потом начала она формулироваться в нормативные документы по развитию сельского хозяйства? Я вот приведу маленький пример, как формируется приоритетность, вот, отвечая на ваш вопрос. 2020 год, пандемия, в какой-то короткий период была закрыта граница, да? Это тяжело, это сложно стало. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, оборот земли в это время в 3 раза вырос в нашей стране. Оборот земли вырос. На это, конечно, нельзя было просто так смотреть. Обратили внимание, тут же, сразу же надо, чтобы это не останавливалось. Да, сейчас чуть меньше, но когда начали вот эти вот решения принимать, чтобы совсем все потом не ушло, ну вот начали немножко сдерживать их. Что в программе мы увидели, помимо, там, допустим, прочих там, достижений, экономических каких-то будущих аспектов, земля стала вовлекаться все больше в оборот, у нас началась по вот этим рассматриваемым проектам снижаться задолженность по платежам в бюджет земельного налога. Вот претендент говорит о том, что я хочу там предпринимательскую
деятельность вести какую-то, да, дорогой друг? Оформление стало законным, будем так говорить, по большому счету, да? Уплаты своевременно. Там же есть условия, по которым ты дотрагиваешься до так называемых бюджетных денег с определенными условиями. Вот так определяется, ну, приоритетность. В социальной сфере аналогичная, ну, допустим, по социальным выплатам. Есть инициатива соответствующих уполномоченных органов, ну, там, министерства, да, значит, у нас социального обеспечения, демографической политики. Вот они выходят с предложением о том, что на этом этапе нужно сделать вот такие-то шаги. Ну, давайте, да, поддержим. Цель какая, как она будет достигаться, какими объемными ресурсами будет достигаться, ну и самое главное, что мы получим на выходе. Какой результат? Если это, как говорится, постоянная цикличность, будет только деньги тратить без никакого результата, тем более, ну, результат он там может быть отложенный, как говорится, но хотя бы повысить какую-то эффективность, ну, тогда вот точно. Каждое министерство вносит предложение. Каждое. Я почему говорю и опираюсь на слово «каждое», в том числе и в системе правоохранительной деятельности, в обороноспособности. Каждое министерство вносит предложение. Приоритетность важна здесь, важна там, важна вот в следующем порядке. Поэтому поиск необходимых ресурсов – это вот очень важно. Владимир Валерьевич, Кристина Константиновна, вот в связи с спецоперацией и так далее, на самом деле мы сегодня обсуждаем, наверное, насущие вопросы. Ну, вот и первый вопрос. Продовольственная безопасность Абхазии. Потому что завтра нас могут ждать худшие времена. Мы смотрим все телевидения, что с пшеницей, с Украиной, это житница была. Сегодня навряд ли Украина будет поставлять нам в Абхазии пшеницу. Россия тоже запасы имеет. Ну, что нас ждет в случае форс-мажора? У нас есть какие-то резервы? Это первый вопрос. Второй вопрос. Пенсии семья погибшим и пособие. Добавлялось ли? Ну, там были какие-то градации, но я не помню, за 30 лет вот семьям не добавлялось. Что предпринимается? И третий вопрос, это, наверное, Кристина Константиновна. Вот президент говорил о помощи, вот помните, 1 200 000 000, по-моему, уже закрыли еще о 3 миллиардах. Вообще это будет, это на самом деле интересно всем бизнесменам. Я даже собирался к вам прийти, раз тут, имея возможность, я задаю 3 вопроса. Нет, это Значит, не программа, это отдельная программа. Да, я сейчас расскажу. Всё. Значит, первый ваш вопрос, да, относительно там продовольственной безопасности и то, на что мы можем рассчитывать. Ну, вы, наверное, знаете, да, что несмотря на то, что сразу после вот февральских событий очень много решений правительства Российской Федерации выходило об ограничениях, об изъятиях, об заградительных каких-то мер. И были факты, когда, ну, Абхазия тоже попадала, да, в этот перечень, и мы очень быстро и активно, подключаясь к этому процессу, получали соответствующую быструю реакцию со стороны руководства Российской Федерации. Более того, как вы знаете, потом было издано ряд решений правительства, по которым Республика Абхазия, наряду там с Южной Осетией, рядом других государств, да, попадала в перечень изъятий, на которых эти ограничения и требования не распространяются. Поэтому в этой связи мы абсолютно уверены в том, что да, для нас в этом смысле будет другой подход. Это другой подход будет. Что касается непосредственно программ, я в начале своего выступления сказала, что действительно предусматриваются меры господдержки. Меры господдержки включают в себя несколько направлений. Почему мы сейчас не озвучиваем конкретные параметры финансирования и сроки? Потому что сейчас с российской стороной прорабатывается проект соглашения, который определяет порядок, условия, сроки финансирования, источники этого финансирования. Соответственно, это и меры поддержки в сельском хозяйстве, это закладка многолетних насаждений, выращивание овощей открытого грунта, это выращивание, соответственно, рыб и ряд других направлений. И посадка кукурузы и так далее. Развитие виноградарства, ягодных культур, плодово-ягодных и так далее. По линии
поддержки малого предпринимательства, также рассматриваются такие меры поддержки, как субсидии на покрытие процентной ставки, при условии, что это речь идет о расширении производства, развитии, усовершенствовании технологий и так далее. То есть мы все это презентуем, соответственно, когда уже будут определены конкретные сроки реализации этих мероприятий, суммы финансирования. В настоящее время вот мы с Минфином уже практически завершили проработку вопроса определения порядка и условий реализации, да, какие требования будут предъявляться, какие должны быть условия там, и так далее. Как решение правительства будет, оно будет в открытом доступе, я думаю, все об этом будут знать. О том, что говорил глава государства, это программа льготного кредитования. Да, она также предусмотрена в рамках реализации вот комплекса, да, плана мероприятий периода 22-25, по которым как раз сейчас прорабатывается порядок и условия. То есть фактически мы, конечно, я думаю, что как только завершим все это достойно и надежно, я думаю, Рост заработной платы коснется, значит, прежде всего работников социальной сферы, вот в этом году будет. Это, конечно, не пенсионное обеспечение, это не социальные выплаты, это связанные выплаты с, опираясь на трудовое законодательство, да, то есть за выплаты за оплату, за выполненную работу, то есть оплата труда. В отношении пособий семьям погибших. Несомненно, вот и в прошлом году тоже было у нас решение, там доплаты были сделаны через пенсионный фонд. Что здесь происходит на самом деле? Посчитая один раз, эти расходы должны быть постоянными. Их на год не сделаешь, правда? Как какие-то другие иные расходы. Поэтому надо быть настолько уверенным, что все будет устойчиво, да, вообще никаких проблем. Мы прекрасно с вами знаем, значит, 2 года подряд сокращалась, и очень медленными темпами сокращалась вот эта задолженность по пенсионным выплатам нашим гражданам. Сейчас она составляет порядка 10 дней. Задолженность составляла больше 110 миллионов рублей. Потихонечку она стала восстанавливаться. Было принято решение о повышении там на 16 миллионов рублей сразу, значит, расходов на доплаты отдельным категориям, значит, пенсионеров. Я сейчас к этой категории вернусь. 16 миллионов рублей было принято в течение 3 месяцев, 3 месяца. А следующий год это уже, а целый год это далеко не 16, это уже другая сумма. И еще количество этих лиц постоянно растет. Вот. То есть здесь социальные выплаты, они, естественно, не могут подлежать оптимизации, сокращению, но это же не бывает такого и не должно быть. Поэтому здесь нужен надежный вот такой стабильный источник. Либо мы должны полагать, вот мы сейчас говорим о развитии других отраслей, если у нас нет источников финансирования, мы должны тогда сказать, ребята, давайте вот в сфере экономики мы на 2 года останавливаем не будем, потому что у нас здесь социальные выплаты должны быть. Но с другой стороны, сфера экономики нам говорит, ну мы же принесем доходы вам, для того, чтобы вы это сделали. Но для того, чтобы вы принесли доходы, вам надо в 2 раза больше, чем выплат пенсионных дать. Ну вот оно же так все взаимосвязано. 170 миллионов рублей ежегодно направляется на выплату социальных пособий, ну, в числе которых они, вот, о которых вы говорите, находятся 14 категорий получают. 170 миллионов рублей. Да, это недостаточно. Это 100%. Там небольшие выплаты. Да? Но для того, чтобы... Да, конечно. Это, конечно, необходимо индексировать. Но и есть, сейчас не в привязку к этой категории, а вообще к пенсионному обеспечению, у нас очень большой процент работающих пенсионеров. Очень-очень большой. Да, есть. Да, это очень. А причина этому, что такое большое количество работающих пенсионеров, это наш низкий уровень размера пенсии. Но он не должен трудиться, не должен пенсионер трудиться, он должен отдыхать, у него заслуженный отдых.
количество пенсионеров сегодня фактически равно количеству работающих. То есть у нас получается, что одного пенсионера, вернее, на одного пенсионера приходится менее одного работающего. А мы для того, чтобы у людей была пенсия, соответствующая хотя бы минимальным потребностям, должны увеличить объем поступлений в пенсионный фонд минимум в 2-3 раза. Тогда, соответственно, показатели выплат будут совершенно другие. Но тут момент в чем? Да? Повышение заработной платы в бюджетной сфере, расширение налогооблагаемой базы за счет мер господдержки и других каких-то, да, административных мер воздействия должно стимулировать повышение доходности в пенсионный фонд. Но самый главный фактор, к сожалению, я сейчас не хочу говорить о том, что кто-то больше беспокоится, чем, да, мы там здесь все сидящие. Но речь о чем идет? Мы когда говорим, что у нас маленькие пенсии, при этом имея бизнес и имея задолженность перед пенсионным фондом, да, а потом жалуясь, что наши пенсионеры бедствуют, ну давайте начнем, как говорится, все, грубо говоря, с себя. Давайте платить, давайте не скрывать заработную плату. То, что платим в конвертах, а платят в конвертах практически все, легализуйте заработную плату. Пускай в пенсионный фонд поступают средства, тогда можно предъявить претензии правительству, что средства есть, и мы никаких мер не предпринимаем. В данном вопросе, мне кажется, должно быть встречное движение. Не может в данном случае правительство, имея ограниченный источник, да, дохода, решить все вопросы сразу. И люди, и бизнес, все должны понимать, что мы должны в этом вопросе действовать все в одном направлении.